Надеюсь, видно уже меня. Вот он я. На посту. Ну, дела пока нормальные идут. Жаловаться не будем. Что мало уток. Лучше меньше, но результат чтобы был. Бывало до хрена уток. Патронтаж я стрелял там. А добычи минимум. Один раз это есть такое болото, а на этом болоте озеро большое. Но я туда уже давно не ехал. О, бля. Проморгал, ребят. От болтовни на нас взлетели. На посадку шли. Даже не понял, какие утки. Короче, сидели мы утром даже. Долбили уток. Я тоже куда-то стрелял. 48 патронов я выстрелил в то утро. Я помню. 48 раз выстрелил и только добыл 3 утки. Уток было немерено много. Очень много. Тучи. Стреляли, шмаляли. Но утки подали очень мало. Там на десяток охотников было. Такой гром стоял. Шум, гам. Стрельба. Выстрел второй. А уток добыли минимум. Ну, десяток. Некоторые 14 штук подстрелили. Это осень была. Поздняя осень. Уже гуси летели. Не знаю, от чего это не падает, утки. Может, ну, от суеверия тоже. От суеверные люди грешат, что кто-то тебя сглазил или еще что-то. Есть такое, что, как у нас говорят, кровь не подходит. Скажем, ты с напарником пойдешь на охоту и не добудешь утки, ни птицу, ни зверя. Есть такое. У меня одноклассник. Два утки. Шилохвост или кряквы там были. На круг пошли. Шилохвост. Сейчас сядут они, ребят. Очередной круг делают. Ох, осторожные. Улетели. Все, вышли. 2 круга сделали и вышли они. Все, улетели. И, короче, с этим другом, ну, это настоящий, действительно настоящий друг детства. У меня друзей так, не скажу, что много, но есть такие вот, которым я доверяю, верные друзья. Это в Нившере 2 человека так. И вот с этим одноклассником я, когда пойду, мне никогда не везет. Я ему говорю, я говорю, лучше твой рюкзак буду носить, а ружье я дома оставлю. Бесполезно с тобой ходить мне ружьем, потому что я с ним ничего не добываю. А ему, наоборот, со мной везет. Если я с ним пойду, он настреляет. Для себя и для меня это 100%. Так что вот такие дела. Надо также подобрать себе напарника, чтобы тебе везло. И это, как сказать, это не могу объяснить это. Одним словом промолчу. Но вы должны понять, что я рассказал.
Очередной выстрел также. Тихо сегодня, очень мало стреляет. Вчера, говорит, вот я проспал, а вчера стрельба была, и туман такой вообще, стена тумана была. Вон еще летят. 4 штуки. Крупные утки. Поднялись в Люмбу, в сторону Люмбы. Вот такие дела, ребята. А я за количеством не гонюсь. Сядут, стреляем. Близко подлетят. Если стрельнем, упадет, так упадет. Если нет, так нет. Издалека бесполезно стрелять. Все равно не попадешь, или же убойная сила не хватит. У меня 20-й калибр. Там минимум дроби. Ну как подумаешь, старые охотники, вот прадеды у нас охотились. Не было 5 зарядов двустволок. У них был только 28 калибр, 32 калибр. И добывали все. Птиц, зверей, пушнину. Вот так. Не могу я без болтовни. Всегда у меня фильмы получаются длинные. Так что настраивайтесь, кто подписан, смотреть длинные фильмы. Ну, летят. Ох, сейчас сядут они. Ох, летят. Ох, пиздец, вообще близко пролетели. Заметили меня. Сейчас круг сделают. Неужели вышли? Видать, улетели. Хоть в лед было стрелять, можно вообще в упор пролетели. Это шилохвосты кружат. Уже 2 раза подлетали, но осторожные. Видать, меня заметили. Потому что очки еще там, наверное, предают меня. Или может надо выйти уток собрать. Сейчас, наверное, ребят, сходим, посмотрим, какие утки там должны быть. 2 этих, как сказать, черники. Их 3 штуки подлетало, 2 я подстрелил. Потом широконоска должна быть. И чирок. 4 утки. Давайте сходим все-таки. Потому что, может быть, даже они заметили подбитых уток и осторожничают. Вон еще 4 утки. Далековато они летят. Очень далеко. Опа. Так.
Ну, чирок. Первый чирок за сезон. Вон он. А, трестунок. Чирок-трестунок, ребят, это. Самый крупный из чирков. Так. Дальше у нас получается широконоска должна быть, но вон он покрупнее чуть-чуть. Ну так, не особо. Дальше. О, это любимая утка моя. Самая хорошая из нырковых. Вон он. Ну и четвертая утка он еще. Вот так вот. Тоже стандарт. Один в один. Вот это охота, ребят. Вообще класс. Норма за один день можно 5 самцов добыть. Так что посидим еще. Может, повезет добыть еще одного. И вполне достаточно будет. Рассветает. Рассветает. Так. Опа. Ну вот. Хорошая чина. Так скажем. Неплохо. Вообще класс. Крепыши эти, как сказать. Ну, надеюсь, не ошибаюсь, это чернеть, наверное. Хохлатая чернеть, он у него такой, как гребешок получается. Ну, чирок вообще слабенький. Это тоже не очень скажу. Вот эти два крепыша. Ух. Сейчас еще маскировку сделаю и посидим еще чуть-чуть. Связи. Вон, не искать летят. На посадку идут. Блядь, неудобно, ебаный в рот. Это укрытие помешало. Так хорошо поднялся, самец был. Может, еще прилетят. Вообще круто так было. Азарт. В упор сел даже. Остальные улетели. Почему-то один только сел. А так поднялся красиво. Чуть-чуть не успел нажать. Ладно, сидим, ждем дальше. Партия. Несколько штук.
мимо пролетели. Даже не видел их. Любопытный прилетел, вон, смотрите. Не знаю, видно, не видно. Он гнездиться хочет. Мой балаган, так называемый шалаш. Ребят, такая история у меня сейчас произошла. Короче, я снимаю на смартфон, ну, небольшой сюжет для ютуба. Ну, все вы увидите, конечно же. И в конце я так несколько кадров я снимал. И двойные, запомните. Вот так только делал. И, короче, я снимаю. Закончил, только нажал я в стоп. И тут буквально метров 25 селезень кряква. Надо же так. Я не знаю, в кадр попало, нет, сейчас надо посмотреть. И я хочу вам сказать, вот такой звук я издал. Двойной. Все, больше ничего так. Я не ожидал этого. Я повернулся на звук, который вот когда вот садится утка. Интересно так все получилось. Селезень. Класс. Работает манок, оказывается. Кулики, оказывается, тут уже сидели. Вон. Но этот, как же он, не стрекоза, а забыл опять. Как же эта птица-то белая? Тросогузка или что там? Трясогузка ли? Выговорить не могу. Вон кулик. Короче, солнце встает. Все, утренняя зорька закончилась. Вообще полный штиль. Перестали вообще летать. Вот кряква вот отсюда, если вот это вот чучела, следующая чучела. И слева там холмик такой, вот туда он сел. Короче, когда крякнул 2 раза, 3, может 2 или 3 раза. Я сюжет потом выложил в YouTube, а там 15 секунд только вставляется. А на 16 секунде слышно, как он шлепнулся в воду, сел. Да, прикольно было, очень прикольно. Яркое солнце выглядывает. Я сегодня, вот кулик, я сегодня чучела еще не буду забирать, оставлю. У меня еще будут охота еще будет здесь. Я еще разок, наверное, приду. 1 раз точно приду, а может и 2. Вот такие дела. Так что оставляем чучела и собираемся. Пойдем, короче, мы. Не знаю, потом просто можно еще погулять по дороге или же обратно домой. Сейчас, пока я выйду на дорогу, подумаю, что лучше. Такие дела. Так что этот манок, оказывается, если иметь на нить, работает. Блин, вот как дитё малое я радуюсь тому, что вот как-то удалось мне, просто не удалось, а просто спонтанно все получилось. Кряква ведь такая хитрая птица, что у меня еще колбаса, вон, не хочется есть я. Много еды взял, хлеб, колбаса, там думал, посижу, думаю, подольше, но нет смысла. Если вчера или позавчера можно было сидеть, потому что уток много было, они летали, и думаю, целый день они летали еще. Сейчас что-то приостановилось, сегодня уже мало их. Чай с барбариской. Обалденно. Вот, мы покупаем в магазин. Ну, я не стараюсь так, но со вкусом бергамот,
мод или что-то. Вот такие слова я забываю. И бергамет, ну, фиг с ним. Бергамет и бергамет. Кому надо, поймут. И есть еще со вкусом барбариса, мяты, там всякая разная химия. Но это, конечно же, леденец может тоже и малая часть, но химия там тоже есть. Но вот на этот термос я одну конфетку закинул, и чай такой ароматный получилось. Вот леденец, который я обычно беру в походы. И чай такой ароматный получилось, очень вкусный. Некоторые лимон в чай ложат. Можно, ребят, я совет также даю. Этот барбарис можно в чай. Закиньте, вот если такой термос 1-2 конфеты. Трясогузка, наверное, или что там. Он кружится, она сюда гнездо хочет сделать. Она. Вот. За все утро ни одного гусиного звука я не услышал. А вчера вот дома, возле дома, когда я работал своими делами, одним словом, гуси на полях вот возле села кружили, и думаю, они там садились, там любят там туда сядут и кормятся там на эти траву, они кушают там. Сейчас еще, наверное, чай попью, потому что чтобы домой обратно не вливать не хочется, и обратно домой не хочется тащить. Сегодня налегке пришел, раз когда с ночевкой у меня рюкзак такой тяжелый был, всяко разные вещи, и чтобы не забыть, надо оставить еще мешок. Новый мешок принес. Вот такой мусорный, ну, из-под муки или сахарного песка. Да, и обычно я беру там в оптовых складах обычные мешки по десятки штук. И в эти мешки, ну, когда чучела буду собирать, у меня старый мешок уже все. Солнце, короче, этот мешок тоже портит. И новый мешок пригодится, я все соберу. Ну, сейчас через несколько дней есть. Ну, дожди, в принципе, дальше еще будут, но через несколько дней уже поддержка, снеговая поддержка здесь с болота уже ушла. Снег растаял, и только будет поддерживать эту воду дождь. А дождь особо таких больших нету. И раз начала уходить вода с болота, и она уйдет быстро. Обалденный чай получился. Ладно, ребят, ставьте лайки, как говорится, пишите комментарии. И сейчас я чай попью, выйдем на дорогу, там подумаем, в какую сторону, туда сходить, погулять или же обратно домой. В принципе, наверное, лучше. Я не знаю, сейчас посмотрим, что дальше делать. Так, я уже от шалаша иду. И смотрите, хочу показать. Вот у меня вешки. Вон палка, здесь палка. Также вон там. Ну так, территорию отметил, где вот скосил. И вот граница. Вот граница, видите, вот здесь не скошено. Вот этот участок. А здесь у меня вот скосил. И вот такой водоем получается. Это, считай, в прошлом году, когда я косил, очень много было воды лишней. И если сухое лето будет, можно еще ниже скосить. Это осенью, вот желательно уже к осени, чтобы скосить, и трава уже не росла. Так что очень большой плюс, если не полениться и косить каждую осень. А вот здесь, смотрите, не скошено.
чтобы был результат охоты, надо также трудиться во всем. В каждом деле надо вкладывать труд. Многие вкладываются на охоту деньгами, там покупают много чучел, дорогие, там надеются, что чучела приманят уток. А я все делаю по-простому, смотрите. Скосил обычные фанерные чучела, не фанерные, а ДВП, обычные ДВП. Покрасил самыми простыми красками дешевыми. Эмаль, два цвета, черный и белый. Не заморачиваюсь. И из пенопласта так топорная работа так. Верьте, не верьте, но весной утка запросто сядет. Так что не надо тратиться там на дорогие чучела, скратки дорогие, которые думают там невидимками они станут. Если есть лишние деньги, без проблем, конечно же, можно. Вот здесь, смотрите, вот не скошена трава. И раньше все это люди скашивали, косили вообще эту траву и вывозили, кормили коров, держали, кто держал скотину. А сейчас все зарастает и никому это не надо. Короче, я смотрю на сосну. Тут дятел. О, слышите? Звук такой издает, который частенько можно услышать в фильмах, в военных фильмах, в сериалах, на дачах где-нибудь. Вот, этот звук издает дятел. Он ствол дерева так долбит резко, часто. Такой звук получается. Вон он на вершинке, на самой вершинке. Может, такую это не так. Ладно, короче, я выбрался с болота и долго думал, что делать, мои дальнейшие действия. Хотел по дороге сходить, но сегодня не буду туда идти, потому что полный штиль, утиных перелетов практически нету. Вон мой первый старый шалаш, это второй шалаш-то есть, первый там внутри, а вон второй, который также сделан у меня из досок. Редко кто так делает. Я все капитально делаю. Капитально делаю, чтобы не продувало. Тепло было сидеть. Сегодня пойду домой. Может, на закрытие охоты, когда последний раз сюда приду, в эту весну, убрать чучела, там посидеть. Тогда можно сходить по дороге, побродить. Да и, возможно, утки тогда будут еще больше. Сегодня мало стреляют. Напор воды пока нормально. Идет вода. Так что не сразу еще высохнет. Пару дней еще будет держаться. Вон чучела у охотников. Тоже фанерные. Там вроде никого нету. Ярко светит солнце. Тут перелопатили все. Разбомбили, перелопатили экскаватором. Руины от лесопункта. Как будто ничего и не было тут.
Какой могучий большой гараж тут. Это вообще территория была лесопунтовским. Это вообще территория была лесопунтовским гаражом. Склады, ремонтные там. Да. Тут запас цемента вроде как остатки. Неиспользованный, наверное, цемент был. Целый поддон мешками. Покрышка. Мне надо 4 жигулевских покрышки, наверное. Вполне достаточно. Стреляют, однако. Тут уже ничего не осталось, наверное. Если на донку поискать какой-нибудь старый подшипник, обойму подшипника уже не найти. Я обычно на донке так использую старые подшипники. Так. Перекопали тут все. Искали металл. Тут вроде как столовая была. Вот здесь. Пипец, разбомбили все. Да. Да, наверное, столовая. Потом вот забор здесь ставили, как бы территорию поделили, ну, поменьше сделали. И потом даже эта территория уже никому не нужна. Хрена тут перекопали. Золотоискатели, блин. Так, здесь этот вулканизировали колеса. Ну, в общем, колеса ремонтировали тут. Дальше кузнеца, наверное, там была. Ну, и вот ковали железо. Ну, там еще у одного предпринимателя техника. Масляный радиатор. Масляного радиатора. Это когда новую лодку делаешь, вот этот может пригодиться напополам и упругой крепить. Ну да, здесь видно как шлак. Ладно. Одним словом, тут, ребята, ничего не осталось. Тут гаражи были, ремонтировались. На колея только. Да. Как-то я, наверное, уже тут снимал. Здесь тоже место осталось. Тут гараж тоже стоял. Большой финский гараж тут. Много техники тут вмещалось. Автобусы, КАМАЗы. Вот, железки.
остатки гаража. Ну что тут? Вот это может пригодиться в хозяйстве под домкрат, если дом, скажем, приподнять. И все. Какой тут уже тут подшипник. Ничего нету. Здесь теплотрасса проходила. Думал, тут трубы еще остатки. Ага. Все уже надергали тут. Вот так вот. Здесь аккумуляторный был. Аккумуляторы тут много. Ну, короче, эти аккумуляторы тащили туда в лес за кладбище. И там плавили эти аккумуляторы, свинец, чтобы из рогатки стрелять. Так. Тут еще гараж вот такой. Да. Мазутом пахнет. Это 100 лет еще будет, наверное, пахнуть. Столько соляры, тут масла. Столько ремонтировали техники. Ну, полностью гараж не буду показывать, потому что есть некоторые вещи, что нельзя показывать там. Да и дальше снимать не буду, там у предпринимателя техника. Вот для донки обойма, одна подшипник. Вон он. Вот так. Это СССР было здесь. Больше ничего не осталось тут. Все. Охотники возвращаются. Уже вторая лодка заезжает туда. А мы веслом будем переходить речку. И не к будке я поеду, а тоже туда заедем, в общем, покажу, где оставлю. Девять и 8 или 9,9 моторка. Что-то дальше поехать. Для этого мотора лодка короткая, не набирает скорость. Надо длинная лодка, чтобы была. Остров уже весь в воде.
сегодня все, ребят. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.